Во Владикавказе совсем скоро после реконструкции откроют планетарий, а вместе с ним и школу космонавтики. Набирать детей планируют уже в январе. В год в школу будут принимать 300 детей с 1 по 5 класс и с 9 по 11 класс. Обучать ребят будут 11 преподавателей. Они, в свою очередь, тоже проходят специальное обучение в Северо-Осетинском госуниверситете и в научно-производственном объединении имени Лавочкина в Москве. В каких условиях будут исследовать космос, расскажет Хетак Плиев. Все системы включены, к запуску готовы. В роли астронавтов дети пробуют осваивать на практике космическую машину. Она практически готова и не имеет аналогов не только в республике, но и в России. В таких же условиях зарождалась современная история покорения космоса. Это макет взлетно-посадочной ступени. Она точно копирует американскую лунную программу высадки человека на Луну. Именно в такой кабине сидел Нил Армстронг, первый человек в истории мировой космонавтики, который вступил на поверхность Луны. А командовали им с такого пульта управления. К высадке готовы! Средства связи, управления кораблем – все точно как в космосе. Впечатлены и те, кто будет здесь работать. Именно этим молодым людям предстоит учить детей и рассказывать о всех тонкостях аппаратов. Группу обучают по специальной программе. Сначала они пройдут курсы в Северо-Осетинском госуниверситете, а затем в научно-производственном объединении имени Лавочкина в Москве. Это предприятие ракетно-космической промышленности. Будущие учителя рассказывают, желание работать в таком месте возникло сразу. Масштабы я когда увидела, пришла, я сразу же загорелась. Ну, я не знаю, вы сами здесь прошлись, посмотрели, мне кажется, это не может не впечатлять. Тем более я всегда с детства космосом интересовалась. Все элементы в школе космонавтики настоящие. Руководитель проекта Руслан Кумаев сделал все возможное, чтобы детям показать реальные детали космических аппаратов. Хотя, признается, было сложно. Мне каким-то образом удалось, и еще это не все. Сейчас еще не закончен этот этап. Я вот 9 часа улетаю в Москву и продолжу, потому что мы сюда должны макет Союза еще дополнить, помимо того, что здесь сделано, дополнить еще другими элементами, более серьезными, чем здесь. Настоящие детали будут не только в школе космонавтики, но и в соседнем здании, планетарии. Функционировать они будут как один объект, но главное, что их связывает, все максимально приближено к реальным условиям. В этом спускаемом аппарате, шарике, мы доставляли грунт с Луны. И вот вам этот макет, его настоящий один к одному. Видите, как это все вот происходило вот по этой схеме. А здесь вот макет, вернее, колесо от настоящего лунохода, которое проходило испытания. Здесь же появился небольшой кинотеатр, где детям будут показывать документальные фильмы о космосе, планетах и звездах. Но увидеть их можно будет не только на экране. На улице установили 2 телескопа с 1000-кратным увеличением. А это значит, что Луна, к примеру, будет видна детально. Рядом с телескопами солнечные часы и макет Солнечной системы. Кстати, вход здесь будет открыт для всех желающих. Но главная цель строительства такого объекта – повысить уровень знаний школьников. Вот последние 3 года, вот 9, 10, 11, мы должны максимально помочь вот нашим, кто к нам придет, чтобы они сдали хорошо единое. Потому что я был очень удивлен, средний балл по ЕГЭ в Осетии в этом году ниже, чем средняя по России. Вот представьте, да, что это такое. Двери школы космонавтики, как и планетария, планируют открыть уже в начале следующего года. Набор объявят в январе. Тогда же на сайте Кванториума можно будет оставить заявку, чтобы ребенок смог попасть в эту школу, а в будущем исследовать бесконечное пространство космоса. Хетак Плиев, Александр Каджаев. Новости Осетии.